Христианские притчи. Наследие святых отцов. Желание святого. В давние времена жил один человек. Святость его была так велика, что ей удивлялись даже ангелы и нарочно сходили с неба, чтобы посмотреть, как, живя на земле, можно так уподобиться Богу. И сказали однажды ангелы Богу: «Господи, даруй этому человеку дар чудотворения». «Я согласен», — отвечал Господь. «Спросите у него, чего он хочет». И спросили ангелы святого: «Хочешь ли ты одним прикосновением рук подавать здоровье?» «Нет», — ответил святой, — «пусть лучше сам Господь творит это. Не желаешь ли ты иметь такой дар слова, силой которого ты бы обращал грешников к покаянию?» «Нет, это дело ангелов, а не слабого человека. Я молюсь об обращении грешников, но не обращаю. Может, ты хочешь привлекать к себе сиянием добродетели и тем прославить Бога?» «Нет, привлекая к себе, я буду отвлекать людей от Бога». «Чего же ты хочешь?» — спросили ангелы. «Чего мне еще хотеть? Да не лишит меня Господь милости своей, а с ней у меня все будет». Но ангелы продолжали настаивать. «Хорошо», — отвечал святой, — «я хочу творить добро так, чтобы самому об этом не ведать». Ангелы смутились, но потом решили, что тень этого человека, которую он не видит, тоже может исцелять больных, облегчать на земле скорби и печали. Так и повелось с тех пор. Где бы ни появлялся этот святой, тень его покрывала зеленью втоптанные дороги, возвращала воду высохшим ручьям, под ней распускались цветы и высыхали слезы людские. А святой просто ходил по земле, распространяя вокруг себя добро, сам того не ведая.